Каждый из нас хочет жить не в тесной там квартире, в старой какой-то избе, хочет жить в комфортной квартире, доме, с двором. Каждый из нас хочет ездить не в маршрутке, не в автобусе, троллейбусе, в жару, там, битком, когда люди, ездить в комфортном автомобиле, выглядеть красиво, купить красивую одежду, купить красивую обувь. Зло появляется на душе, если тебе плохо, если ты видишь, что зло с тобой происходит. Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки. Чтобы они вкусили часть того, что они натворили, чтобы они вернулись на прямой путь. Не слабейте и не печальтесь в то время, как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующим. Не печалься, не слабей, если твой иман настоящий, преодолеешь. А также Аллах говорит о тех, которые уверовали. Будьте терпеливы, запасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха. Быть может, вы преуспеете. Дорогие братья, мы живем в эпоху технологического развития, эпоху урбанизации, глобализации, высоких технологий. И, к сожалению, современный человек, то есть каждый из нас, уделяет своему телу больше внимания, нежели душе. Как это проявляется? Рассмотрим две стороны. То есть, когда ему хорошо, то есть, когда человеку хорошо, и когда ему плохо. По принципу «Идкуруллах фирраха, идкурка фишидда». То есть помни об Аллахе, когда тебе хорошо, Он тебе вспомнит, когда тебе будет плохо. Итак, когда ему хорошо, где и как это проявляется? Это проявляется в нашем желании выглядеть красиво. Купить красивую одежду, купить красивую обувь. И это нормально. Да, это нормально. Потому что посланник Аллаха сказал, поистине Аллах красивый, любит красоту. Когда его сподвижник спросил, не есть ли это проявление высокомерия. Это проявляется тогда, когда каждый из нас хочет ездить. Ездить не в маршрутке, то есть не в автобусе, троллейбусе, в жару, там, битком, когда люди, ездить в комфортном автомобиле. И это тоже нормально. Почему? Потому что посланник Аллаха сказал, что хорошее верховое животное – это один из факторов счастья. В хадисе так пришло. Это проявляется тогда, когда каждый из нас хочет жить, то есть не в тесной там квартире, там, в старой какой-то избе, хочет жить в комфортной квартире, там, доме, с двором и так далее. И это тоже нормально. Потому что посланник Аллаха сказал, один из факторов счастья – это просторный дом. И это проявляется тогда, когда человек хочет жить с хорошей, любимой, праведной женой, по аналогии с мужем. И это тоже нормально. Потому что посланник Аллаха сказал, что это один из факторов счастья. 3 фактора счастья прошло в хадисе. Теперь рассмотрим вторую сторону. Когда ему плохо. Мы сейчас говорим про тело. Как это проявляется? Заболела голова, началась мигрень. Как правило, что мы делаем? Сразу ищем аспирин, там, анальгин. Стало не по себе, появился жар. Что мы, как правило, делаем? Сразу жаропонижающее, ой, мне плохо. Градусник. Не дай Бог закололо в боку. Там, тут. Что мы делаем? Сразу консультация, врачи, лечение. Сделал УЗИ, сдал анализы, получил рекомендации, лечится. И это нормально.
Потому что тело аманат, за которым мы будем нести ответственность перед Аллахом в судный день. Так в чем же проблема? В чем же проблема, спросите вы? Проблема отсутствия баланса. Это когда вот в машине балансировка отсутствует, что происходит? Ее начинает колбасить, да? Руль бьет, ходовая расшатывается, машина начинает сыпаться. Проблема в отсутствии баланса. И этот акцент, к сожалению, когда я начал с этого, именно в этом заключается. И этот акцент, к сожалению, появляется тогда, когда нет подобного отношения к душе. А ведь душа наша, она также может быть красивой и омерзительной, грязной, как и одежда. Она может быть широкой, просторной, богатой, но может быть скупой, жалкой, как и дом. Она может быть быстрой, легкой на подъем, а может скупиться, приковаться к земле, как это Аллах описывает. Малякум стакальтум лябар. Душа наша пачкается, очищается, так же, как одежда. Она благоухает или зловонит. Она болеет, выздоравливает. Переходит из одного состояния в другое. Она деградирует или растет. Точно так же, как тело. Но такого отношения, как к телу, нет такого отношения, как к душе. Я про это. Именно поэтому я бы хотел поговорить о том, как описана человеческая душа в последнем руководстве. В книге Всевышнего Аллаха. Итак, что Аллах говорит о душе? Он говорит устами Зулейхи, да? Зулейха, которая пыталась соблазнить пророка Юсуфа. Все вы эту историю знаете. Что она сказала? Я не оправдываю себя. Ведь душа человека повелевает зло. Аль-Аммара бису. Если только мой Господь не проявит к ней милосердие. Воистину мой Господь прощающий милосердие. Это как низшая степень. И также Аллах говорит: «Вала уксиму бин нафси лаввама». И душа описана как душа попрекающая. Клянусь душой попрекающей. И это вторая степень. И также Аллах говорит: «Ирджаи иля раббики радиятан мардия». Я айятухан нафсуль мутмаинна. Ирджаи иля раббики радиятан мардия. О, обретшая покой душа. Третья степень. Вернись к своему Господу. Какой? Радиятан мардия, удовлетворенный и снискавший довольство. Фадхули фи айбади. Войди в круг моих рабов. Вадхули джаннати. Войди в мой рай. На основании этих аятов ученые говорят о том, что душа имеет три облика, три состояния. В частности, имам Ибн аль-Кайим комментирует это как? Он говорит: «Факаунуха мутмаинна восфу мадхин лаха». Тогда, когда Аллах описывает душу, что она обрела покой, это похвальное качество для нее. «Вакаунуха мара бису». Когда он описывает, что она повелевает к злу, восфу дhamмин лаха. Это порицательное качество для нее. «Вакаунуха лаввама», попрекающая. Когда Аллах описывает ее попрекающей, янкасиму иля аль-мадхи ваддам. То есть это может быть и похвально, и порицательно. Юхсабу бима талюма али. В зависимости от того, к чему она, за что она попрекает. Итак, душа человека, она идет по спирали то вверх, то вниз. То вверх, то вниз, то вверх. Как правило, через что? Через боль, страдания, болезни, лишения, бедность, голод, страх.
Так как Аллах говорит, описывает. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ и так далее. Все вы этот аят знаете. Спираль человеческой души – это когда он, каждый из нас, из раза в раз задает себе вопрос. Вопросы. Общаясь с собой, он говорит себе: я так хотел этого. Я хотел этого. Неважно чего. Уехать куда-то, заработать что-то, построить что-то. Я все сделал для этого. Но почему? Почему? Почему я не получил того, чего хотел? А ведь Аллах отвечает. Он говорит в контексте джихада. Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. И тут, внимание, быть может, вам неприятно то, что является благом. И эти слова общие. И ученые всегда их приводят. Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете. И он, то есть каждый из нас переваривает это, осмысляет и говорит. Говорит себе: почему такое со мной случилось? Почему? А ведь Всевышний отвечает: зло появляется на душе, если тебе плохо, если ты видишь, что зло с тобой происходит. Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки. Чтобы они вкусили часть того, что они натворили, чтобы они вернулись на прямой путь. Так или иначе, если ты чувствуешь, что ты где-то поступил неправильно, что-то совершил неверно, и он думает, и человеческая душа думает, каждый из нас думает, анализирует, размышляет и говорит себе: почему же меня настигают испытания? А ведь Аллах говорит: неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут испытанию, искушению? Только за то, что они скажут: мы уверовали. Мы уже подвергли. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Мы уже подвергли искушению, испытанию тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов. Любое испытание для того, чтобы проверить, для того, чтобы мы на деле показали. И порой эта человеческая душа, когда ей становится еще больнее, то есть каждый из нас, он задается вопросом и говорит: как я смогу это выдержать еще? А ведь Всевышний отвечает: «Ла юкаллифу Аллаху нафсан илля усаха». Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрел. «Лаха ма касабат ва алейха ма ктасабат». И против него будет то, что он приобрел. И также Аллах говорит: «Инна ма'аль усри юсра». Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. Аллах повторяет это: за каждой тягостью наступает облегчение. И порой человеческая душа в этой спирали, она впадает в депрессию, разочарование, уныние. И говорит себе: что со мной? Почему я теряю надежду? Что же делать? А ведь Аллах отвечает: «Валя тахин, валя тахзан». Пусть в контексте джихада. Не слабейте и не печальтесь в то время, как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующим. Не печалься, не слабей, если твой иман настоящий, преодолеешь. А также Аллах говорит: о те, которые уверовали, будьте терпеливы. Опять же в контексте борьбы на пути Всевышнего. Запасайтесь терпением. Несите службу на заставах и бойтесь Аллаха. Быть может, вы преуспеете. И также Аллах говорит: обратитесь за помощью к терпению и намазу. «Вастаину бис-сабри вас-саля».
Воистину намаз является тяжким бременем для всех, кроме смиренных. Для смиренных это наоборот успокоение. Арихна биха я Биляль. А боль стихает, пульсирует, но все еще больное место ноет. И он говорит себе: почему мне больно? Может, достаточно? А ведь Всевышний говорит, и это слова пророка Яакуба, алейхиссалям: «О сыновья мои, я бунайя зхабу фатахассасу». О сыновья мои, ступайте и разыщите Юсуфа и его брата, и не теряйте надежды. И тут внимание, не теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие. И также Всевышний говорит: «Куль я ибади лавина асрафу аля анфусихим ла такнату мир рахматилля». Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он прощающий, милосердный. И, наконец, 7-й вопрос. Так или иначе, душа ищет помощи. Она ищет опоры. Каждый из нас ищет помощь, ищет опору. И задается вопросом: кто же мне поможет? Где же эта помощь? Где же эта стабильность? Где же эта сила? А ведь Всевышний подсказывает: «Факуль хасби Аллах, ла иляха илля Аллах, алейхи, ла иляха илля ху, алейхи таваккальту, ва хуа раббуль аршил азим». Раббуль аршил азим. Скажи, мне достаточно Аллаха. Нет божества, достойного поклонения, кроме Него одного. Я уповаю только на Него, ибо Он Господь великого трона. Поистине в день Джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши мольбы. Я надеюсь, что мы застанем этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем. Лишь Его просим о помощи. Лишь у Него просим прощения. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. А кому Аллах пожелает заблуждения, ведет заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Итак, дорогие братья и сестры, человеческая душа, словно по спирали, как я это сказал, проходит 7 степеней, пока не встретит Всевышнего. Задавая вопросы: я так хотел этого, я все сделал для этого, но почему? Почему я не получил то, чего хотел? Почему такое со мной случилось? Почему же меня постигает испытание? Как я смогу это выдержать? Что со мной? Почему я теряю надежду? Что же делать? Почему мне больно? Может, достаточно? Кто же мне поможет? И словно она проходит по этой спирали, и меняется ее облик, про который говорят ученые, что мы упомянули. Ан-нафсуль аммара биссу, ан-нафсуль лаввама, ан-нафсуль мутмаинна. Та, что, которая побуждает к злу, та, что, которая попрекает, и та, которая успокоилась. В некоторые современные проповедники говорят, 7 степеней есть у души. Они говорят, первое это что? Это когда душа «Вама убарриу нафси аль-аммара» побуждает к злу. Вторая – это нафсуль лаввама, когда попрекает, когда душа человека начинает что? Сожалеть, размышлять, анализировать.
Третье – это когда аль-мульхама, ту, которую Аллах описал, та, которая получает ильхам, какое-то воодушевление, знак свыше. وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Когда Аллах клянется, говорит: клянусь душой, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا, и внушил ей либо фуджур, непокорность, либо богобоязненность. И четвертое, когда душа успокаивается, ан-нафсуль мутмаинна, я айту ан-нафсуль мутмаинна, о, душа успокоившаяся, как Аллах ее описывает. И пятый ее облик, и пятое состояние, ан-нафсу радия, удовлетворенная, ирджа иля раббики радия, вернись. И шестое, мардия, в том же аяте, радия, мардия. И седьмая, когда она полностью познает Всевышнего, полностью на Него уповает и обретает совершенство. Дорогие братья и сестры, нам надо уделять нашей душе не меньше внимания, чем мы уделяем нашему телу. Нам нужно найти этот баланс, и тогда Всевышний дарует нам успех. Как в этом мире, так и в грядущем. Очищайте свои души. Не забывайте про свои души. Так же, как вы не забываете про свое тело.